Сегодня один из самых ярких праздников всего нашего народа. 9 мая стал самой значимой датой в нашей жизни. Ведь в этот день мир вздохнул свободно, освободившись от фашистского гнета. Мы передаем память о тех, кто воевал за наше счастье, за возможность жить, растить детей под мирным небом и трудиться на благо всего человечества. Наши славные воины не забыты, пока мы храним в своем сердце память о них, рассказываем детям и внукам и учим их жить в мире и согласии. Нельзя забывать, нельзя переписывать историю, чтобы было удобно. Нужно помнить и рассказывать о них, юных и пожилых, смелых и отчаянных. Они шли в бой, даже зная, что он будет последним в их жизни, потому что нельзя было пустить врага туда, где остались дети, жены, старики, родители, потому что они должны были жить, чтобы потом жили мы и наши дети. День Победы навсегда в моей жизни, как память о моем лучшем в мире дедушке Коле. Его любили все поголовные соседи и окрестная детвора. Самые теплые умелые руки были у того, кто юным мальчишкой, прибавив себе пару лет, водил по Ладоге грузовики с едой для блокадного Ленинграда. Я никогда не забуду вишневое варенье бабушки Мани, ее задиристость и нежный смех, и огромную коробку с рисунками от ватаги внуков, которые она с любовью собирала и хранила. А ведь совсем не так давно, падая с ног от усталости и голода, тогда еще молодая мама день и ночь пропадала на заводе, чтобы фронтовики могли как можно быстрее расправиться с врагами. Я до конца дней буду вспоминать самыми добрыми и теплыми словами свою бабушку Нину, которая всегда была рядом, в беде и в радости, с мудрым советом, вкуснейшими драниками и с задорным неповторимым юмором. А иначе как, в 18 лет она не изучала журналистику в институте. Она мерзла в талой воде в окопах, в тысячный раз налаживая связь между подразделениями фронта. Все ужасы остались там, под взрывами, рядом с погибшими товарищами. Мне сложно представить, что чувствовал молодой лейтенант, контуженный взрывом и очнувшийся уже в плену, как бежал, как попал в штрафбат и искупал кровью. Наверное, дедушка Рома выжил для того, чтобы мне было с кем попробовать впервые в жизни самый сладкий в мире лук и научиться играть в снежки в уютном Львовском дворике. Только память о них я храню в своей душе. Смотрю на звезды и говорю своим родным и их товарищам спасибо за то, что выстояли, что не высохли сердца, за то, что всю свою любовь, свои мечты, свою радость жизни они передали нам. Мирного всем неба! С Днем Победы! Thank you.